времена жизни» — это ретроспективная выставка Михаила Старостина, посвященная его 60-летию. И она названа так не случайно, потому что автор как бы хотел показать и круговорот времени, и в то же время вот это состояние творчества в его жизни. Вот это, видимо, очень главный, такой важный момент для него, ну, это название, которое дал автор. На этой выставке мы экспонируем где-то 140 произведений живописи и графики. Очень много еще не вошло, потому что Михаил работает не только в живописи, графике, но и плакате, дизайне, книжной иллюстрации. Значит, что самое главное вот в его творчестве, наверное, да? Здесь много авторских работ и, конечно, работы из фондов нашего музея. На мой взгляд, дело в том, что он как художник состоялся, конечно, в 90-е годы и вошел в искусство Якутии очень стремительно, со своим пониманием мира, со своим мироощущением, со своим стилем, потому что вроде бы работает в разных стилях, и в абстракции, и в примитивизме, и в реализме, и так далее, но для него как-то, наверное, программно это то, что он работает, вот, внес в искусство Якутии экспрессивный стиль. Притом стиль разный, то есть с разной интонацией, и где-то трагичный, где-то драматический, где-то ироничный, и в то же время всегда бесконечно поэтический. Вот, поэтому, когда мы говорим о творчестве Михаила Старостина, наверное, очень важная черта – это вот очень лирическое, какое-то поэтическое отношение к жизни. Как художника он вроде бы избирает очень часто одних и тех же героев, персонажей. Да. Главное, вот как он говорит, для меня самый главный персонаж, герой моих произведений – человек с севера. В то же время в нем есть вот черта, это совершенно не скучно, есть вот черта, которая вот как бы определяет человека севера, его дух свободы, его единство с космосом, его понимание вот мира и слияние с природой. Вот это, видимо, очень важная черта, которая есть в творчестве и произведениях Михаила Старостина. От души поздравляю своего друга Михаила Старостина очередной выставкой, с юбилейной. Вот. Он считает, что он совсем молодой еще художник. Я тоже так думаю. Все впереди, как говорится. Прекрасные работы. И столько работ сделано за такое короткое время. И он вообще интересный художник во всех отношениях. Он ищущий художник, всегда не останавливается на достигнутом. По-своему открывает каждый свою тему. Ну, основная тема, конечно, это тема северного человека, которого он давно открыт для себя. Это 80-е годы, 90-е. Этот человек везде побывал. Он и на Африке был, он и в Арктике, ну, в основном арктический человек, в общем-то. И он со цветами, со всеми. Ну, прекрасный герой. Я думаю, что этим героем он вошел вообще в искусство Якутии. С этим героем, и очень интересные вещи его графические, конечно, печатные, которые, к сожалению, в последнее время мало печатных, но они были, апорты, первые апорты его прекрасные, вот, «Рыбак» и другие работы. Ну, от души поздравляю друга, что не останавливался на стимулом, еще чтобы он радовал нас своими новыми работами. Спасибо. Выставкатер курдун хичабынча кайып олган кийини халандар бар тоожа кабалла кинелер кахан бары кийини топкудаталлар кии көрөр сеңайлер уна бу хыдыга даана колору хакалан көрөжөн уна интернеттер барлар
Otta urkatan bilemen kendilerin ona kolora bu hakaydigar bir hamay tuah. İnniki baran yer kudohnyuk kenikenetten bulla jannar kıranlar kudohnyukta üyelerden var ondan bal mehnar ulla elbaqata kudohnyukta kıranlar intiyagillere var. Evet. Onda otan kine jigna grafik kanan baran bozu yapıştırıyor emi oto üçüdüler. Onda апорттара хангалар баалар эми тренерлерде. Я вот очень много работ с этой выставки я видел и раньше, но когда они все вместе, это производит гораздо более сильное впечатление. И ощущение такое, что художник постоянно эволюционирует и все время, не останавливаясь, ищет что-то свое, новое. И даже если ты видел его работы когда-то в мастерской или еще на других выставках, все вместе они дополняют друг друга, как бы делают цельную картину. И меня очень удивляет то, что вот Миша Старостин, при том, что вот он внешне такой вот спокойный мужчина, солидный даже теперь стал с возрастом. И вот если не знать, вот если бы я не знал Старостина, я бы пришел на выставку, у меня был бы совсем другой образ художника. Я имею в виду самого человека, потому что его внутренний мир гораздо богаче его внешней такой малой эмоциональности. И меня всегда поражает, насколько глубок он в своих работах и насколько внутренний мир его шире, чем мы можем себе представить, глядя на него и просто разговаривая в быту. Но это говорит о том, что человек на самом деле неизмерим, и то, что у человека происходит вот здесь, знает только он сам. Недаром он сегодня говорил о вершинах, о 50 метрах, об Эверестах. Вот. И, то есть он все время думает. Мне очень нравится в художниках, когда они думают. На самом деле не так уж много художников, которые думают. То есть не просто бездумно рисует или пишет, а он свой мыслительный процесс преображает в пластические образы. Вот это мне в нем очень нравится. И я рад, что я за последние годы в Якутске, можно сказать, увидел самую лучшую выставку. Знаете, я с Мишей Старостиным знаком с 1974 года. Он был студентом училища, а я учился в художественной школе. И я помню, были веселые моменты, когда они, ученики, студенты училища, заставляли нас, школьников, хотя мы с ним ровесники, заставляли нас, школьников, ходить за водой. Это было в Залаге, это было там было училище, там была школа. И мы ходили за водой, послушно выполняли. Но потом время как бы подходило к окончанию школы художественной в 1975 году. Мы уже как бы на спор заставляли их тоже таскать воду. И с тех пор у нас появились какие-то отношения, что мы стали знакомы, стали следить друг за другом. И уже много-много позже я вдруг обнаружил удивительные фигуры, удивительные образы, которые делал Миша Старостин. Я очень обрадовался этому. И с тех пор я постоянно наблюдаю за его работой, иногда у него в мастерской, наблюдаю за тем, как развивается его работа. Я вам скажу, что с каждым годом он становится мощнее, сильнее, наверное, более мудрым, более живым. В нем появляются такие интонации, что хочется остановиться и послушать его. Не просто посмотреть, а послушать. Это здорово. Поэтому смотрите работу Миши Старостина, приходите на выставки. Это всегда обогащает. Михаил Старостин вообще создал свой волшебный и даже, можно сказать, мистический мир, энергетически наполненный, в которого он помещает вот свой архетипический образ северянина. Вот этот северянин, он по-мальчишески увлеченно
создает вот эти миры и помещает в них вот этого человечка, который может нам транслировать очень разные мысли, касающиеся политики, нашей современной социальной жизни, ее проблем. И причем это у него с очень тонкой и глубокой интеллектуальной иронией всегда. У меня личная такая история произошла. Я не знал, что поместить на мою первую монографию, посвященной менталитету северян. И я вынужден был использовать работу Леонардо да Винчи, но синтезировал ее с портретом вот этого знаменитого рыбака. Вы его потом можете снять и сделать так специально, что вот в этом образе рыбака отпечатывается образ вот этого витрувианского человека Леонардо да Винчи. И у меня вот вся диссертация получилась после именно этого, вот этого синтеза. То есть, получается, идея художника обладает настолько глубокой мыслью, что их можно распаковать, и получается целая книга. Вместе работаем с ним в Арктическом институте культуры и искусств на кафедре живописи и графики. Нашим студентам очень повезло, что они учатся у такого художника. Михаил Старостин, он совершенно особенный художник, у него свой путь, совершенно отличный от всех, то есть его можно отнести к современному искусству. И у него есть такой обобщенный образ северного человека. Но это не говорится, что это человек Арктики, человек мира, можно сказать, да? Который несет в себе те общечеловеческие свои какие-то проблемы, да? Какие-то ценности. Вот он очень разный. То есть в то же время он один и тот же человечек, но он как бы переживает разные состояния, в том числе как всемирные, глобальные. И они как бы даже такие забавные, смешные, но в то же время очень грустные. То есть он поднимает именно глобальные вопросы потепления всемирного, да? Какие-то внутренние чувства, да? Какой-то усталости или какое-то, может, разочарование, или наоборот, какие-то такие. И каждый зритель может по-своему чувствовать эти работы. Мне лично очень еще нравятся его абстрактные картины, которые, скажем, не фигуративные. Да? То есть для меня это интересно очень. Как он хорошо работает с формой, да, с цветом. И выставка очень разнообразная, очень цельная в то же время. Да? Вообще сам он по себе такой человек. Очень тихий, немногословный, но очень точными определениями, скажем, да, общающими. То есть у него нету какой-то такой случайности, может быть, да? Даже кажется, что они у него, мне кажется, очень такие глубокомысленные, что, в принципе, не характерно для современного искусства, для абстрактного. Все работы очень глубокие. Это его отличает. Философ.